Одна из самых загадочных и спорных тем в истории – это войны между Римской империей и Кавказской Албанией, которые вошли в историю как походы римских войск на Кавказ. Они начались в первом веке до нашей эры и продолжались вплоть до конца первого столетия нашей эры. Свидетельством этому являются не только многочисленные письменные античные источники, но и камень в Гобустане, на котором прямо указывается на пребывание здесь римских войск. Эти войны закончились заключением дипломатических и торговых договоров между двумя странами. Так что же лежало в основе этих войн? Почему римляне довольствовались заключением этих договоров? И почему битвы проходили на берегу Куры? Первые походы римских легионеров на Кавказ связаны с именами Лукула и Помпея и датируются 66-65 годами до нашей эры. По одной из версий, римские легионы преследовали бежавшего в Боспор понтийского царя Митридата. Митридат IV Евпатор, Митридат Понтийский, царь Понтийского царства, правивший в 120-63 годах до нашей эры. Августин называл Митридата царем Азии. За время правления подчинил своей власти Колхиду, Боспор, Галатию, Каппадокию. Трижды воевал с Римской империей. После поражения в 66 году бежал на Кавказ. Тит Ливий в своей истории от основания города, написанной через 30-40 лет после похода, называет албанцев неизвестным крайним народом и свидетельствует о том, что они не желали пропускать римлян дальше. Античный историк утверждает, что римскую армию возглавлял Гней Помпей. Гней Помпей Великий – древнеримский государственный деятель и полководец, консул Римской республики. В 60-е годы до нашей эры Помпей стал одним из самых влиятельных людей в Риме, расширив римское влияние на Востоке. По завершению похода в Албанию вместе с Марком Линицием Красом и Гаем Юлием Цезарем организовал первый триумвират. Преследовавшие Митридата войска Помпеи столкнулись с албанцами. По мнению части историков, этот поход закончился признанием зависимости Албании от Рима. Главным соперником Римской империи за влияние в регионе была Парфянская империя. В первом веке до нашей эры экспансия Римской империи уже достигла границ Ефрата, и здесь они столкнулись с другим, не менее могущественным государством, с Парфянской империей. В первом веке до нашей эры наблюдаем уже другую ситуацию, перемещение войска Рима не с основного театра военных действий, а чуть севернее, то есть на Черноморско-Кавказское направление. Начнем, во-первых, с событий 66 года до нашей эры. То есть римские войска вошли в пределы Кавказа. Здесь два крупнейших государства – это Иберия, охватывающая большую часть современной Грузии, и Албания, охватывающая большую часть современного Азербайджана. Войска Рима входят в зону пограничья между этими двумя государствами и готовятся к вторжению в направлении Иберии. Албанский царь Оройс, почему-то встревоженный сообщением о продвижении римских войск, решает нанести удар по римской армии, хотя теоретически угрозы его государству нет. По некоторым сведениям, Оройс двинулся на албанцев с 40-тысячной армией. Римские источники описывают албанцев как воинственный и свирепый народ. Однако для нас наибольший интерес представляет описание армии самих римлян. Часть источников отмечает, что среди римлян, вторгшихся на территорию Албании, оказались и ученые. Это были специалисты по поиску и исследованию путей в Индию. Интерес вызывает не просто авторы, которые писали до этого или писали после, а те, кто был в составе римских войск, в том числе работы Варрона. Почему-то эти люди были включены в состав римских легионов с целью изучения пути в Индию. Почему в составе римских войск есть исследователи, задача которых собрать информацию о путях в Индию? Ход боевых действий, в принципе, здесь известен. Римские войска занимают позицию на реке Кура. Албанская армия выходит им навстречу, оставляя без защиты крупные города. На тот момент их было уже около 29.
По сведениям античных источников, в Албании на то время было 29 городов. И с точки зрения урбанистики, казалось бы, Оройс должен беспокоиться за сохранность своих городов, за сохранность своей столицы. И тем не менее, он почему-то с армией рванул навстречу римлянам, которые занимают позиции по реке Кура. Происходит столкновение, достаточно большое по численности войско. Албан не смогло разгромить римские войска под командованием знаменитого полководца Помпея, но вынудило его уйти. Автор римской истории в 80 книгах Кассий Дион довольно подробно описывает события на реке Кура. По его данным, Помпей разделил свою армию на 3 части. Одной командовал Лукия Флакка, второй – Стелла Келлера и, наконец, третий – сам Помпей. Помпей расставил римские войска на расстоянии друг от друга. Тогда албанский царь Оройс принял решение одновременно напасть на все 3 римских отряда, чтобы они не могли помочь друг другу. Часть историков расценивает нападение Оройса на римлян как превентивную меру. Он на этом не успокаивается, вновь начинает преследовать римские войска. Армия Рима вынуждена развернуться, вновь идет на территорию Албании, при этом они по реке Кура сталкиваются с частоколом по берегам реки. Именно этот эпизод вызывает наибольшее число вопросов у историков. Ведь Кура – очень бурная река, и возведение здесь в короткие сроки частокола требует огромных усилий. Однако албанцы готовы были на все, чтобы перегородить путь римлянам к Куре. Ну, что такое Кура, мы представляем. Многокилометровое пространство, большая река, и вдруг албаны успели перегородить ее берега частоколом из кольев. Зачем? Почему они так хотят, чтобы римляне не вышли на реку? Это вопрос, который порождает. Римлянам удалось преодолеть это сопротивление, они прорвались. Вторая битва происходит уже с войсками под командованием брата Оройса Козиса. Упоминание об этом сражении содержится в труде Плутарха «Сравнительное жизнеописание». Писатель и философ времен римской эпохи оставил нам и описание албанской армии. Сражение вновь закончилось победой римлян. Описавший это сражение Аппиан утверждал, что количество раненых женщин среди албанцев не уступало количеству раненых мужчин. После нескольких дней отдыха Помпей снова двинул свои войска в направлении Каспийского побережья. Однако и Оройс, несмотря на отступление, борьбу не прекратил. Сменив тактику, он начал против римской армии партизанскую войну. Несмотря на то, что Помпей планировал продолжить военную кампанию, партизанская война и наступившие холода заставили его отложить поход. Был подписан мирный договор, по которому Албания признавала зависимость от Рима. Но ввиду отдаленности Албании, Римская империя практически не вмешивалась в дела этой страны. По мнению историков, такой союз был скорее выгоден Кавказской Албании, которая таким образом упрочила свое положение в регионе как союзник Великой Римской империи. С другой стороны, она ничего не потеряла, так как ни один город, ни одно поселение в результате этой кампании не пострадали. Если проанализировать войны Рима предыдущей эпохи, они атакуют ту или иную страну, стараются захватить ее столицу, разбить в одной-двух сражениях, генеральных сражениях войска правителя, захватить цветущие области, захватить города. Здесь этого нету. Ни один город Албании удару не подвергся. Историки выделяют еще один, в этот раз несостоявшийся римский поход на Албанию, к которому, однако, тщательно готовились. Император Нерон собирает против Албании армию почти в 1 миллион человек. Нерон, оставшийся в истории как такая одиозная, в принципе, личность, одиозный такой правитель, вдруг внезапно собирает армию, по сведениям источников, почти 1 миллион человек. Огромное количество легионов как с Ближнего Востока, так и из Европы перебрасывается на это направление с целью захватить Албанию. Зачем?
собирать огромную армию, даже если, допустим, не миллион, но многотысячную римскую армию, оснащать, чтобы двинуть ее на Албанию, в принципе, особо тут ограбить-то, в принципе, учитывая то могущество, то богатство, которое в Римской империи было, ну что даст Албания? Но император к этому готовится. Осуществлению грандиозных планов помешала смерть самого императора. О том, когда должен был состояться этот поход, данных нет. Однако, с учетом того, что Нерон умер в 68 году, подготовив все к началу кампании, скорее всего, она должна была стартовать именно в эти годы. Проходит буквально несколько лет, и римляне вновь оказываются на Кавказе. Свидетельствующая об этом надпись была найдена к югу от Баку в археологическом заповеднике в Гобустане. Надпись на каменной плите относится к I веку нашей эры и в переводе на русский звучит так. Время императора Домициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, центурион 12-го легиона Молниеносного. Считается, что здесь упоминается побежденный жителями Апшерона отряд 12-го легиона. Зачем им Гобустан? С чего вдруг эту надпись оставлять? И вообще, почему этот легион оставался в тени? И уже последние исследования показывают, что это не праздный вопрос. Во-первых, в Гобустане находки, помимо наскальных изображений, большое количество якорей, якорных камней, что говорит о том, что здесь, вероятно, в древности был причал или порт. То, что там изображены лодки на скалах, это также подтверждает эту версию. На скалах в Гобустане присутствует изображение 3 типов лодок. Это деревянные лодки, довольно вместительные и прочные. Здесь вы видите процесс изготовления этих лодок. Второй тип лодок – это камышовые лодки. Они считаются самыми вместительными. Кстати, на скалах в Гобустане есть изображение процесса похорон покойных с помощью вот этих камышовых лодок. И, наконец, третий тип лодок – это кожаные лодки. Ну, они же самые маленькие и непрочные. В пользу версии о возможности существования здесь порта говорит и название легиона. Молниеносный считался морским легионом. Он входил не в список римской армии, а был в составе корпуса морской пехоты Римской империи. Почему легион морской пехоты, приписанный к римским войскам Ближнего Востока, вдруг оказался на берегу Каспия? Что он здесь искал? Но уже сопоставление всех материалов, будь то письменных и археологических, нас приводит к совершенно иным результатам. И здесь мы должны столкнуться с таким понятием, как дорога Страбона. В античную эпоху через территорию Азербайджана проходило несколько оживленных дорог, ставших позже частью Великого Шелкового пути. Античный историк и географ Страбон упоминает о 3 путях, проходивших по территории Албании. Один из них вел по западному побережью Каспийского моря с юга на север. Второй – в Иберию. Третий путь – водный. По нему индийские товары везли по Амударье, в античности это был Окс, Каспийскому морю, Куре, в античности Кир, и частично в Причерноморье. Этот водный путь упоминал и Плиний Старший. Транзитные торговые пути, проходившие по территории Азербайджана, упоминаются и многими средневековыми авторами. Результаты раскопок на территории страны подтверждают, что среди них были и морские. Если брать археологические раскопки на территории Азербайджана, в подавляющем большинстве древних погребений находятся ракушки каури. Каури, которые играли роль своеобразных монет в древнем мире. Единственное место, где они находят в естественном, так сказать, среде обитания, это Индийский океан. В Азербайджане ни в одном водоеме каури нет, но на наших погребениях они есть. Интересно, что в древнеегипетской книге мертвых мы видим упоминание Каспийского моря. Это как последняя точка айкумена для древних египтян. Дальше этого нету. То есть книга мертвых описывает путешествие души умершего человека, и конечной точкой этого путешествия – это Каспийское море. То есть этот Каспий был им известен. И самое интересное, что путешествие осуществляется по ладье.
Морской торговый путь из Каспия в Среднюю Азию, упоминаемый в трудах средневековых и античных ученых, подтверждается картой мира Птоломея. И Птолемеева карта мира, которая достаточно стилизована, но она также отражает эту ситуацию. То есть Амударья, который начинает, если берет свое начало уже на границах Индии, почему-то показано впадающий в Каспийское море. Из Каспия в Каспий впадает с этой стороны уже Кура, почему-то направляющийся в направлении Черного моря. Существовал речной путь Черное море, река Риони с ее притоками, далее река Кура, которая впадает в Каспий. То есть Черный и Каспийские моря соединялись реками. С этой же стороны, то есть со стороны уже Средней Азии, Амударья, которая впадала не в Арал, в Каспий, соответственно, идет до Индии. Поиски артефактов, подтверждающих существование некогда водного пути, велись начиная с 40-х годов XX века. Вначале только советскими учеными, а затем, после распада Советского Союза, и их зарубежными коллегами. Ученые пришли по результатам археологических раскопок к однозначным выводам. Современные ученые подтвердили сведения античных источников о том, что ранее Амударья впадала не в Аральское море, а в Каспийское через Узбой. Узбой – участки русла высохшей реки в пустыне Средней Азии, ныне долина в Туркменистане, протянувшаяся от Сорокомышской котловины, являющейся северной границей пустыни Каракумы, до Каспийского моря. Длина русла составляет около 550 километров. По мнению большинства ученых, исследовавших Узбой, порожистые участки русла, перепады со следами деятельности бывших водопадов, сформировавшиеся террасы с многочисленными остатками раковин пресноводных моллюсков и органическими остатками былой флоры не оставляют сомнений, что по этому месту некогда протекала полноводная река, несшая воды Амударьи в Каспийское море. На протяжении миллиона лет вода то прибывала, то убывала. И, соответственно, уровень воды в Каспии то повышался, то понижался. Об этом свидетельствуют как наскальные рисунки в Гобустане, так и найденные здесь артефакты. Согласно последним исследованиям, в определенные периоды уровень воды в Каспии был настолько высоким, что почти полностью покрывал скалы в Гобустане. А значит, впадавшие в тот период в Каспий реки могли быть значительно полноводнее. И это снова возвращает нас к такому понятию, как «дорога Страбона». В своей 17-томной географии Страбон подробно и довольно точно, с учетом того, что работа была написана более 2000 лет назад, описывает водный маршрут. При этом он дает древнегреческие названия рек. Так, Амударья у него представлена как Окс, а Кура как Кир. О торговом пути по маршруту Индия, Азия со Средней Азией, Каспийское море, города Причерноморья писали и сами путешественники. Некоторые эллинистические авторы не только упоминают маршруты от Индии до Каспия и от Каспия до Черного моря, но и указывают параметры и размеры в километраже и в днях пути. И тут как раз возникает вопрос, а были ли попытки исследовать реально по экспедициям? И мы видим, что попытки, оказывается, были. Во-первых, это Александр Македонский. В своем движении с Ближнего Востока в сторону Центральной Азии он готовил морскую экспедицию для изучения Каспийского моря. Не успел. Но его потомки при Селевкине Которе была экспедиция составлена. Экспедиция прошла от юга Каспия вплоть до полуострова Мангышлак, оставив после себя описание флоры, фауны этих регионов и указав, что сюда впадает Узбой, то есть река, которая идет через пески Средней Азии. Таким образом, римляне в первом веке нашей эры, организовывая отдельные экспедиции на Кавказ и включая в состав своих войск исследователей, которым было поручено найти путь в Индию, исходили из сведений ученых предыдущей эпохи. По мнению ученых, именно стремление Великой Римской империи захватить морской путь в Индию и заставило Оройса напасть на римские войска вдали от своих городов. Он прекрасно понимал, что потеря контроля над этим маршрутом грозит ему серьезными экономическими проблемами.
албанский царь Оройс, пытаясь преградить путь римским легионам, понимал, что если со своими войсками запереться в городах или крепостях Албании, он неизбежно потерпит поражение, потому что если римляне захватят речной путь от Черного моря до Каспия, построят вдоль этой реки свои базы, их оттуда уже не выбить. И, соответственно, получается, что целью войск Лукулла, а позднее уже Помпея в продвижении на Кавказ, это не просто обойти Парфию с севера, а найти путь в Индию через Кавказ. Причем путь, которым можно, просто его необходимо расширить и приспособить под нужды Римской империи. Позже этот маршрут и стал частью Великого Шелкового пути. Морской путь существовал довольно долго. Упоминания об этом пути встречаются и в мусульманских письменных источниках. По мнению археологов Средней и Центральной Азии, как минимум до 1573 года Амударья впадала в Каспий. Термин «дорога Страбона» имеет право на существование, и это может считаться своеобразным прообразом Великого Шелкового пути. Это фактически путь, который был проложен, путь, который существовал, и путь, который просто расширили, построив вдоль него караван-сараи, порты и превратив его в то, что мы называем Великим Шелковым путем. То есть его продолжили до Китая здесь, с этой стороны, а на сторону в Европе, вплоть до Испании и Франции, Италии. То есть создание Великого Шелкового пути это было не на пустой основе, а имело под собой реальную базу тех путей, которые уже проходили. Найденные во время раскопок на территории Азербайджана и Средней Азии изделия из керамики и монеты свидетельствуют о том, что путь по Каспийскому морю через Амударью использовался вплоть до позднего Средневековья и даже в новое время. Наскальные изображения лодок и рыб в Гобустане, подводные города на Каспии и найденные после обмеления Арала древние поселения подтверждают, что вода в этих водоемах то поднималась, то опускалась. А это не могло не сказаться на судьбе населявших их берега народов. Но это уже совсем другая история.